Устаревшая электропроводка, отсутствие систем безопасности, старое техническое оборудование и ветхие стены – это проблемы, с которыми сталкивались образовательные учреждения, получившие в этом году возможность проведения капремонта. Большинство из этих школ построено в прошлом веке. Необходимость ремонта становилась очевидной. Здание второй школы селения Троицкое верой и правдой служит больше полувека. Его регулярно латали, но время требует основательных реноваций. Старое оборудование, доски, парты, все старое, мало оргтехники. На данный момент для того, чтобы оснастить школу техническим оборудованием, новыми партами, мебелью, всем, нам поставили капитальный ремонт. Здесь рабочие уже полностью заменили электропроводку, системы отопления и канализации, установили пожарную сигнализацию, новые окна, выровняли все стены и полы. Работы проводятся по государственной программе развития образования. Она рассчитана на период с 2022 по 2026 годы с целью обновления и улучшения инфраструктуры. По госпрограмме в Ингушетии проходит капитальный ремонт 8 образовательных учреждений. Для этого выделено более 520 миллионов рублей из федерального бюджета. В 2024 году президентом страны подписан новый указ 309 о реализации национальных проектов на территории Российской Федерации. И, соответственно, республика тоже включилась в этот процесс активно. В сегодняшний день по национальным проектам у нас идет ремонт школ, 6 школ общеобразовательной системы, 2 детских садов. У нас уже готовность этих объектов более 50%. Мы 25 августа планируем все эти объекты завершить и запустить в эксплуатацию. 9-я школа Назрани построена в 1985 году. С тех пор здесь проводили только частичный ремонт в 2011 и косметический ежегодно. В школу благодаря госпрограмме завезут новую мебель, а также новейшую технику, которая позволит повысить качество образовательного процесса. У нас была школа аварийная, были трещины, и эти трещины сделали стяжку здания и остановили. С тех пор мы занимаемся. Другого капитального ремонта у нас не было. Но вот сейчас по инициативе нашего главы Махмуда Алима Шариповича Калиматова, огромное спасибо ему за это от всех жителей нашего села Гамурзиева, проводится вот теперь капитальный ремонт. Конечно, все меняется. У нас кабинетов 17. Там рекреация, коридоры и так далее. 17 классных кабинетов у нас. Все они будут оснащены. Они будут оснащены интерактивными досками, проекторами. Новые доски будут завезены, новая мебель будет. Шкафы новые будут, все будет новое. На этом объекте задействовано около 100 рабочих. Это позволяет ускорить процесс обновления. Программа по капремонту проводится в республике ежегодно. Сроки завершения всех работ на контроле у главы Ингушетии Махмуда Али Калиматова. Все этапы курируются Управлением капитального строительства Республики Ингушетия. Работы проводятся согласно утвержденных графиков производства строительно-монтажных работ. По крайней мере, в настоящее время не наблюдается у нас таких отставаний. Но если есть такие замечания, они своевременно направляются подрядчику в виде предписания и предостережения о недопустимости срыва сроков графика производства работ. Еще одна школа, получившая возможность обновления, СОШ номер 10 Назрани. Образовательный процесс в ней усложнялся из-за бесконечных проблем. Сантехнику на всех 3 этажах требуется полностью заменить. В пищеблоке нет вентиляции. Напольная кафельная плитка во многих местах отслоилась. Есть сколы. На каждом этаже необходимо заменить окна и двери. Все уже давно износилось. Условия, в которых существуют и находятся наши дети, это тоже немаловажное значение. Тут и эстетическая составляющая, и, естественно, охрана здоровья ребенка играет большую, конечно, роль. Нам бы не хотелось бы, чтобы некрасивые наши стороны какие-то видели родители, дети. Они должны воспитываться и расти в хороших условиях.
Преображается и школа, детский сад номер 2 села Далаково. В основном изнутри обновляются потолки, стены в классных и административных помещениях. Новыми красками заиграли все этажи, пищеблок, актовый зал. Трудятся несколько бригад рабочих, где укладывают плитку, где шпаклюют. Школа, детский сад была сдана в эксплуатацию в 2015 году, но по морально-техническому состоянию трудно сказать, что учреждению всего 10 лет. В цокольный этаж во время дождей стекается вода, из-за чего невозможно проводить дополнительные занятия. Сейчас же этой проблемы не будет. И родители тоже на этом фоне благодарны, естественно, тем людям, которые начали этот ремонт, людям, которые правительству, которое решило включить в список нашей школы. Мероприятие по капитальному ремонту школ проводится Министерством образования и науки Республики Ингушетия в рамках регионального проекта «Все лучшее детям» национального проекта «Молодежь и дети». А капитальный ремонт детских садов проводится в рамках регионального проекта «Поддержка семьи» нацпроекта «Семья» по линии Министерства труда. Что касается непосредственно участия Министерства образования в самой проведении этой процедуры, то прежде всего мы направляем заявки. До того, как нам объявляют о проведении конкурсного отбора, мы предварительно готовим список объектов. То есть это те объекты, которые имеется потребность по проведению капитального ремонта. Начало ремонтных работ – долгожданный момент и для 3-й школы сельского поселения Яндаре. Здесь уже заменены двери, окна, отопительная система. Проведены внутренние и внешние отделочные работы. Учебное заведение построено в 1962 году. Ремонт проходил последний раз 12 лет назад. На самом деле, положение есть шпаклевки, есть штукатурки, есть мебель износ. У нас не было нормальных интерактивных досок, не было в кабинетах. Оснащенность сейчас будет. Нам построили КПП, контрольный пропускной пункт. Вот этого у нас тоже не было. Мы сейчас очень рады. Единственная школа в селении Аршты также получает свою новую жизнь. Перед рабочими стоит задача не просто преобразить учебное заведение, а сделать его современным, отвечающим всем стандартам качества образования. Большая часть строительных работ практически завершена. Сейчас рабочие устанавливают перегородки. Школа была в плачевном состоянии. И стены, и сырость, и полы уже сгнили. Стены сыпались, подвальное помещение было вообще в плачевном состоянии. Сегодня, как видите, уже капитальный ремонт полностью от крыши, от цокольного этажа. Кроме стен все здесь меняют. Одни стены остались, штукатурили, полы, плитка, кафель. В общем, все условия, я думаю, что у нас будут теперь. Кабинеты у нас не были оснащены, мебель была старая. Она была даже со времен Советского Союза, некоторая мебель была старая. В этом году, после капитального ремонта, завезут всю мебель, оборудование, интерактивные доски. Не было ни одной интерактивной доски. Компьютеры были старые, уже мы ими не пользовались, только на списание. Хочу поблагодарить главу нашей республики Калиматова Махмуд Али Макшариповича за оказанное содействие, чтобы провели у нас именно в этом году капитальный ремонт. Огромное ему спасибо. Детский сад номер 5 Назрани принимает детей 70-х годов прошлого столетия. Здание построено на совесть. Фундамент и стены крепкие. Только эстетическая сторона хромала. Этой проблемой и занимаются производственные бригады. За небольшой срок проделано уже более 70% работ. Мы рады тому, что мы оказались в списке тех, у кого будет проводиться капитальный ремонт. И вот сейчас уже работы охватили все аспекты здания. У нас заменена отопительная система, система водоснабжения, система энергоснабжения. Мы в следующем учебном году сможем создать условия для своих детей комфортные и безопасные. Замена вентиляции, система отопления и энергоснабжения в детском саду номер 2 Карабулака, также ремонт по-настоящему капитальный. Учреждение находится в черте города. Желающих попасть сюда всегда было очень много. Поэтому ожиданий от преобразования немало и у родителей, и у работников детского сада. Подрядчик очень активно начал ремонтные работы. Мы очень надеемся на современный ремонт. Очень благодарны, что мы попали в эту программу развития образования.
и всем тем, кто заботился об этих проблемах, кто это все выносил и кто добился того, что сегодня в нашей республике проводились и такие капитальные ремонты. У нас очень много строительств. Ремонт 6 школ и 2 детских садов – это лишь часть большой программы, которая будет продолжена в последующие годы. Обновленные учебные заведения – это не просто отремонтированные помещения, это вложение в будущее Ингушетии, в следующие поколения. Хадиджа Ивлоева, Магаз 24.